Репрессии со стороны Москвы на Адгура опять возобновились. То есть тут даже уже мы говорим не то, что на него конкретно, а на тот 41% людей, которые за него также проголосовали. Потому что даже посмотреть, что случилось на границе, это все как-то, знаешь, больше на какое-то ребячество похоже и как бы еще раз попытаться очернить человека. Да, он был, понятно, что он был лишен водительского удостоверения в России. Но он же тоже не настолько глупый, чтобы поехать с человеком, который в розыске, у него стоит запрет на въезд-выезд, и он еще садится, сам Адгур, якобы за руль, без водительского удостоверения, так называемую границу пересекать. Но это бред полный. Ну да, я тоже так думаю, что он не настолько такой глупый человек, чтобы вот просто сесть на руль, за рулем и... Да, и поехать. Все, поехали, как и Сухуми в Гаграх. То есть, я думаю, пытаются до конца как бы вообще в нем все уничтожить, как в лице оппозиционера. Угу. То есть даже давай вот обратим внимание на то, что люди сегодня, которые в Абхазии не говорят эту правду, что идет весь процесс сегодня русификации, все идет против Абхазии, их никто не трогает. Но люди, которые как-то попытались высказать свою правду, свое мнение, на них, так скажем, шквал ненависти обрушился именно. Кстати, знаешь еще, на что стоит обратить внимание? Сегодня практически все люди, которые, так скажем, участвовали в предвыборной гонке на этот пост президента, назначены уже на какие-то должности. Даже взять того же самого Барциса, да, он сегодня возглавляет абхазский МИД. Почему абхазцы, народ не задается себе вопросом, что действительно люди, которые не побоялись выйти и сказать, что вот Абхазия это не устраивает, это для нее будет плохо, на них сегодня идут репрессии. А те, кто сегодня, так скажем, совсем согласился, они воспринимают как на должном уровне.